Да, весело. Сегодня собрались, уже выехали в путешествие и отъехали 30 метров буквально от дома. Как бомбанула камера, вон дырень какая. Так что не сегодня, сегодня мы уже не успеем, время 4 час, уже через час уже темно будет, через полтора. А камеру надо новую покупать, а запасной нету. Вы, наверное, уже запутались, какой это у нас по очереди выезд. А это у нас третий выезд. Третий выезд. И уже можно переименовывать тур по детским площадкам Флориды. Вот, мы уже поехали втроем, точнее. Аечку взяли, у нее каникулы. Вот. Ну, так думаем, примерно дня на 4-5 помотаемся, поездим. Вот. С Эльдаркой все-таки пытались поехать на долгую по Флориде. Но Флорида, честно говоря, не очень интересна для путешествия на велосипеде. Опять же, в плане ночевок, в плане густонаселенности вдоль побережий. А все, что не вдоль побережий, там по сути болото. Есть нормальные леса, но их очень мало. Вот. И, скучно, неинтересно. Вот реально такие условия, что каждую ночевку надо искать, переживать, искать место. Тяжело, в общем. Флорида как-то не идет, честно говоря. Хотя и погода вроде бы неплохая. А вот тогда мы с Эльдаркой вернулись, когда Настя второй раз за нами приехала. Это неделю назад было. Тогда мы очень хорошо и вовремя приняли решение поехать домой, потому что там потом 4 дня был безостановочный дождь. Вода во всех болотах, во всех озерцах везде поднялась. Такой дождь длинный. По кайфу дождик, конечно, но в дороге такого не надо. Вы все видите сено. Да, конечно, тяжко ехать. Вот этот прицеп сейчас, наверное, весит почти под 100, я думаю. Дети по 20 килограмм, уже 40 плюс. Прицеп сам там 16, уже 60, грубо говоря. И все остальное, там еще килограмм 20, там игрушки всякие, палатка, спальники. Вот, под 100 есть. Тяжко вообще прям. У меня еще сил нету, я чуть плохо спал. Но все равно чувствуется. По расчетам, сейчас у нас будут 2 ночевки в тех же местах, как мы с Эльдаркой ехали на юг. Вот, нам надо выйти на эту велодорожку, по которой мы потом в центральную... Да, мы там с Эдакой были уже вот сейчас. Интересно увидеть, что после дождей, что там, потому что боюсь, что там затоплено. Но надеюсь, что нет. А если затоплено, то, очень тяжко будет искать место. Нормально, не потоплено, все хорошо. Нашли дерево с лимонами. Вначале подумал апельсины, не лимоны. Кисленькие, вкусненькие, прям такие. Витаминчики. Хорошо.
Ставим палатку. Помощники мои сейчас, вон, без них невозможно ничего сделать. Хорошо. Да, в дырочку засовывай туда. Да. Уйди от этого. Уйди. Можно что это было? Все, доброе утро. Сегодня 22 ноября. 24 градуса тепла. Вот. Проснулись, но Аечке тяжело стартовать в путешествие. Да, она то ли на нервной почве, то ли на чем, я не знаю. То, что у нас все нормально. Она вырвала, короче. Вот сейчас сидит, грустит. Домой хочу, к маме, говорит. Вот. Ну, надо, в общем, посмотрим, как будет дальше. Надо пережить это. Вот, сейчас соберемся, едем дальше. It's gonna be real, don't you worry. Вон. Это мама, там есть мама. Мама, там есть мама. Это ночь. Ты это помнишь? Угу. Да! Да. Вот сколько раз убеждаю, что самое опасное место на дороге — это тротуары. Пару раз уже меня чуть не сшибли, реально просто. По трассе ехать, даже не предназначенной для велика на самом деле, ехать безопасней. Водители смотрят, как бы они готовятся к этому. А на тротуаре они даже не смотрят, что, ну, когда выезжают с каких-то там второстепенных дорог, они тебя вообще не воспринимают никак. И многие просто в телефоны втыкают и не смотрят направо, налево, что там вообще-то тоже пешеходы пересекают и велосипедисты. Короче, блин, офигеть, блин. Нахрен эти тротуары. Говорю, самая большая проблема американских дорог — это то, что все втыкают в телефон. Прям вот едешь, и на машине едешь, ты смотришь, прям видишь, люди прям втыкают в телефон. Половина смотрит на дорогу в лучшем случае, а потом смотрят в телефон. Как обычно, заехали в Пабликс покушать наши любимые йогурты.
Все, сонный режим включился, значит долбим, едем с музычкой, с ветерком по осенней листве. Кайф. Погода по кайфу вообще, вот как будто вот-вот сейчас дождик пойдет. Ветерок такой, чисто осенняя такая листва. Кайф. А температура при том где-то 25 градусов, сейчас 26. Хорошая летняя температура. Чуть-чуть похолоднее бы даже можно было. Давай, 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 твою запуск. Вот и дождик пошел, такой мелкий, накрапывающий, такой моросящий. Хотя по прогнозу его практически, ну вот прогноз официальный на Гугле показывает, что не должно быть сегодня дождя. Гармины показывают 30%, 30% это вообще ни о чем по сути, то есть практически нет, но маленький накрапывает. Надеюсь, он не затяжной. Детям нравится, дети любят дождик. Да я тоже люблю, если он такой как бы короткий, не затяжной в дороге. А если дома нахожусь, так вообще я люблю. Пусть он хоть и неделю льет, как в прошлый раз. И будешь просто... Cheese. Это маме. Ты это кому делаешь? На YouTube всем. Ага. Да, под дождиком сидеть, кушать. Погода не жаркая. Он такой маленький тоже скоро. Так, все, доброе утро, едем дальше. Сегодня ночка была хорошая, прохладная, 13 градусов где-то, вообще супер. Дети хорошо спали, я хорошо спал. Такая холодная, классная ночь. В спальнике самое то. Погода шикарная, такая солнечная. 17 градусов сейчас. Солнышко, лес, осень. Наслаждение. Так, а вот мы добрались до развилочки. В прошлый раз мы с Эльдаркой ехали налево.
на юг, а сейчас мы повернем на запад, сюда, в сторону Орландо. Papa, I'm my turn. Papa, I'm my turn. I'm my turn. Papa, I'm my turn. Эх, какая все-таки классная эта велодорожка, длинная. Жалко, что она не с Дайтона начинается. Мне до нее с Дайтона ехать примерно миль 30. Но все равно. Это очень здорово. Едешь себе, кайфуешь, не напрягаешься. Белый. Я буду лазить здесь. Ох, да, все-таки как я люблю осень. Одно из любимых времен года. Здесь она вот только к декабрю приходит. Кому? Для Ютуба снимаю. Маму. Мама тоже увидит это. Я хочу маму. Такая температура кайфовая, вот как вот сентябрьская такая вот. И не тепло, и не жарко, ой, и не холодно, и не тепло. То есть вот средняя такая температура, так 18 градусов. Это, ну, просто и наслаждаюсь. Как это редко здесь бывает. И скоро будет зима. Да, зима, но снега у нас не будет. Хотя всякое может быть, но Вот это. А вот там же снег. на севере, да? На севере, да. Папа, 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 my car. А тут почему не сделали травы? Где наша мама живет? Вышли к озеру Монро. Там такое большое озеро под Орландо. Ой, я могу здесь лазить. Папа, смотри, я могу здесь лазить. О, папа. Ягодки. You know, count to 10 and let them go, and I mean, just they love chasing it. Nobody can ever catch that one, Yeah. but this one is super slow. So Sorry, Dad. it's I'll put okay. this down. Dry. It needs to keep me fried. Так, сейчас часа 3, наверное, тусовались на площадке. Свечерело, уже час до заката, прохладно. Надо искать место под ночевку, готовить, кушать. Это же была цветочка. Все, хорошо, нашли место. Такой пустырек заброшенный. Папа, ты такой джалопи. Вот, сейчас будем готовить, ставить палатку. В общем, все отлично. Как раз закат уже. Папа! Папа! Папа!
О, меня видно. Я сейчас стою под луной. Прохладный вечер. Даже пар идет. Я так наслаждаюсь вот этим холодным воздухом, вдыхаю его ноздрями. Такой вкусный воздух, я прям упиваюсь, я наслаждаюсь этим воздухом. Это такой кайф. Это так редко здесь во Флориде чувствуешь. И вот сейчас я наслаждаюсь этим. Стою, дети уже спят в палатке, лежат тут. Я просто стою и кайфую. Кайфую. Смотрю на эти звезды, на эти небо, вдыхаю прохладный воздух. Больше ничего не надо. Я хочу прям наслаждаться моментом и вот быть в моменте. Доброе утро. С утра даже ничего не поснимал. Прогноз показывает дождь часа на 4. То есть там до часу дня. Сейчас 9, 10 час. Вот, я быстро собрал палатку. Сейчас едем куда-нибудь в магазин, в Пабликс, там потусуемся. Вот, а то что-то в палатке валяться 4 часа еще неохота. Тем более с 2 детьми, блин. В палатке там с ума сойдешь. Еще на. Папа, еще на. Папа, еще на. Блин, мне кажется, что везде есть вот такие классные велодорожки, кроме того места, где мы живем, в Дайтоне. Дайтона реально бомжатником, либо мы просто по таким, конечно, местам ездим. Везде велодорожки, они как бы дикие, лесные такие. В Дайтоне нету таких дорожек. Там, конечно, есть пляж, по которому можно ездить, где песок как бетон во время отлива. Это, конечно, все равно тоже огромное преимущество. Ладно, да, уравнялись шансы. Я вспомнил про пляж просто, что это одна большая велодорожка. Ого, на велодорожке весовой лимит 40 тонн. Надеюсь, мы не превышаем его. Очень классно. Штрафной так нельзя. Пинаем. Давайте мне. Ручками нельзя. Не, я с ручком. Я с ложком. Я Да? с ручком. Орнитологи собрались. Юные.
Короче, думал, что своим ходом доедем до Дайтона, но что-то думаю, ладно, фиг с ним. Дети жопы мокрые у них сейчас, они и так и с водой играл, весь мокрый, а заменить у него, он сейчас в теплых вещах, заменить особо нечем. Я как бы на это не рассчитывал. Вот, я думаю, ладно, пусть Настя нас сегодня заберет, что сегодня, завтра, какая разница. Чем мучиться сейчас будем? Погода прохладная, как бы в мокрой одежде им сидеть тоже кайфа нет. Да, Дака? Покушали? Сейчас будем сидеть, маму ждать. Да?